Иные рамки какие-то указать. Мы не можем, слушайте, когда нам требуют поднятия уплаты на электроэнергию, НДС у нас растет, везде все растет. Понятно, что этот аэропорт, возможно, сегодня не рентабельный, сегодня. Ну а завтра он может быть рентабельным. Почему мы себе ставим как его неограниченные, как его в рамки каких-то местами? 2-3 года может быть. Если необходимость будет, потом пересмотрим. Если реально необходимость в том, что не пошло она на рельсы рентабельности, да? Хотя кто проверяет, кто у нас пустит, такого абхазская страна там никакого отношения не имеет, рентабельно, не рентабельно, завтра и послезавтра тоже никто это не проверит. Она рентабельна, не рентабельна. Давайте тогда мы какие-то временные рамки поставим, слушай. Это же аэропорт, в конце концов, не благотворительный, она когда-то начнет приносить, как говорится, какие-то дивиденды. Мы в Абхазии что, с дивидендом не должна страна что-то иметь? Налог на дивиденды уплачивается в соответствии с действующим законодательством. Льготы по налогу на прибыль аэропорт не получал. Эти дивиденды, по их словам, еще долго не будет. Я за это говорю. Потому говорю, давайте по НДСу тоже временные рамки какие-то сделаем. Дело в том, что, наверное, да, может быть время, когда пересмотреть надо будет. Это надо опираться не только на пассажирах из России летящих, но и из Абхазии туда. Ваша я же об этом говорю. Да, я сказал, что я не против, но давайте временные рамки поставим. Если через 3 года тоже та же ситуация, что на как минимум на 50% мощности высшего аэропорта, да, мы же здесь можем пересмотреть, развить, как говорится, эту ситуацию. Почему мы... Нет же ничего, нет ничего постоянного, как временно. Нет ничего временного, как постоянно. Потом это останется. Зачем мы это делаем? Это же мы можем потом отменить закон России. Через 3 года, когда увидим, что будет экономический бум в районе аэропорта. А кто нам мешает 3 года сделать или 4 года сделать? А потом посмотреть, если они не вышли на мощность, добавить им. Любому депутату